столице Якутии, на площади Победы стартовала акция «Эстафета Знамени Победы». Под торжественный марш учащиеся кадетской школы спустили Знамя Победы и передали его торжественному караулу ветеранов боевых действий. Далее, под победный марш, знамя приняли курсанты Якутского кадетского корпуса. Знамя получают курсанты кадетской школы. Вячеслав Черепанов, старший сержант. Станислав Перевалов, старший сержант Якутского кадетского корпуса. Александр Данилов, старшина Якутского кадетского корпуса. Следующим стал караул активистов, юноармейцев и караул военнослужащих Национальной гвардии Российской Федерации. Корнильев Виллиан Иванович. Знамя получают военнослужащие управления Росгвардии по Республике Саха-Якутия. Старший лейтенант Елистеев Денис Альбертович, военнослужащий управления Росгвардии. Майор Агишев Никита Александрович, капитан Тюлей Максим Александрович. Которые передали Знамя Победы в руки министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Степану Сардыгаеву. Знамя Победы за год объездит всю территорию республики, побывает в каждом муниципальном поселении. В ходе акции будут проводиться встречи с ветеранами, уроки мужества, музейные экскурсии, тематические выставки, военно-спортивные и культурно-духовные мероприятия. Первым священный символ принял глава горного улуса. Уважаемые участники эстафеты Знамени Победы, мы гордимся, жители Горного Улуса, тем, что первым принимаем эстафету, посвященную 75-летию Великой Победы. Эстафета пройдет во всех населенных пунктах нашего района. Сегодняшние мероприятия пройдут в селе Магарас. 20 мая мы будем передавать эстафету Величкому Улусу. Текущий 2019 год посвящен столетию нашего земляка Владимира Денисовича Лонгинова. Совместно с Улданским Улусом и городом Якутском мы проводим военно-патриотические мероприятия, посвященные увековечиванию имени легендарного нашего земляка, героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. С каждым годом все меньше ветеранов. В текущем году День Победы встретили двое уроженцев нашего района, ветераны Великой Отечественной войны, Десковский Михаил Михайлович, Жирков Семен Семенович. Мы помним всех наших ветеранов, а это более 800 человек, которые были призваны в действующую армию. К сожалению, только половина из них вернулась на родину и внесла свой существенный вклад в социально-экономическое развитие нашего района и республики. Память о них мы храним в наших сердцах. Давайте поблагодарим наших ветеранов, дедов и бабушек, которые в тылу и на фронте ковали нашу победу.
Это точная копия победного Красного Знамени, водруженного в мае 1945 года над Рейхстагом. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Ирдитской стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был установлен на крыше нацистского парламента советскими красноармейцами. Именно он стал символом великого подвига всего советского народа. Государственный флаг. Слышу голос из бездны. Здесь победный наш стяг. Мы под знаменем красным шли бесстрашно вперед. За любимую родину, за советский народ. Пусть же знамя победы дальше идет. С вами прадеды, деды. Пусть оно единит, это важно сегодня. Для тебя, для меня. Вспоминаем героев мы, скорбя и любя. В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, действующие офицеры, кадеты, курсанты и даже школьники. Второклассники 5-й школы города Якутска хором вместе с родителями исполнили балладу о солдате. Бронзовая прядь на ветерке, меч из бронзы в бронзовой руке. Трудно в этом войне признать сверстника мальчишку. Только мать все еще роняет в тишину. Мальчиком ушел он на войну. Мероприятие эстафета Знамени Победы по всей территории нашей Северной Республики, по всем наслегам, улусам, районам еще раз продемонстрирует единство нашего народа, единство российских граждан. Все будут участвовать в этой эстафете, и школьники, и молодежь, и ветераны, потому что патриотизм – это не просто декларативное слово, это проявление чувства памяти о тех, кто защитил нашу Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. И вот это соучастие еще раз покажет всему народу, всему миру, что мы помним, никто не забыт и ничто не забыто. И своим отношением к учебе со стороны молодежи, своим отношением к труду старшего возраста, своим вниманием к ветеранам, участникам войны еще раз будет продемонстрирована вот эта эстафета Знамени Победы. В Республике Саха-Якутия уделяется большое внимание развитию военно-патриотического воспитания молодого поколения. Сегодня на базе образовательных организаций действует 461 патриотическое объединение, в том числе 291 военно-патриотический клуб с охватом более 7,5 тысяч детей, 158 поисковых отрядов с охватом более 7660 тысяч учеников и 8 казачьих объединений, охват которых 165 воспитанников. Всего в республике работают более 540 детских и молодежных патриотических организаций, клубов и центров. Для кадетов и юноармейцев это, конечно, это основное и главное мероприятие, наверное, это чествование Знамени Победы, потому что фактически это знамя символизирует труд, те пролитые кровь, да, которые наши деды, скажем так, оставили на полях войны. Это прежде всего память, это традиции, которые должны соблюдаться. Я уверен, что и через 100 лет мы будем это Знамя Победы чествовать, мы будем водружать. Вот, и иначе без этого умрет наша история. Вот, поэтому это очень важно и для детей, и для подрастающего поколения. 8 мая 2020 года Знамя Победы вернется в город Якутск и будет поднято над зданием правительства Якутии. По передаче эстафеты я очень волновался. У меня было такое чувство, что когда я принимал Знамя Победы, чувство было гордости.
чувство патриотизма. И я думаю, когда наше знамя будет во всех уголках республики, также будут у всех, мы будем воспитывать патриотическое воспитание граждан. И я думаю, что молодое поколение будет принимать на этом активное участие. Мы первым передали наше знамя Горному району. Сегодня сам глава Горного района присутствовал и принял от нас эстафету. И вот эта эстафета будет проходить в течение года. Будет наше знамя Победы посещать все районы нашей необъятной республики. Одним из итогов акции станет документальный фильм об эстафете Знамени Победы, который презентуют в день окончания Второй мировой войны.